Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире информационная программа «Время». В студии Амина Зухурова с самыми важными новостями на сегодня. 3 ноября президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, принял для беседы кадры, предложенные для назначения на руководящие должности в Генеральной прокуратуре, Министерствах энергетики и водных ресурсов, труда, миграции и занятости населения, в учреждениях высшего образования и в службе связи. В частности, начальники ряда управлений Генеральной прокуратуры, прокуроры Горно-Бадахшанской автономной области, Хатлонской и Сагдийской областей, а также прокуроры городов и районов Харук, Хурусон, Бальжувон, Шахрету, Зафарабад, Спитамен, Деваштич, Рашт, Файзабад и военный прокурор Рашского гарнизона, назначенные из числа молодых, компетентных, опытных и квалифицированных кадров органов прокуратуры. Согласно постановлениям правительства страны, директор Агентства труда и занятости населения, Министерства труда, миграции и занятости населения, заместитель министра энергетики и водных ресурсов, первый заместитель и заместители начальника службы связи, председатель Государственной комиссии Республики Таджикистан по полезным ископаемым, ректоры Российско-Таджикского университета, Таджикского университета инноваций и цифровых технологий, филиала Московского государственного университета имени Ломоносова в Душанбе и Исламского института Таджикистана имени имама Азама Абу Ханифы Нумана ибн Сабита, назначены из числа специалистов, отвечающих современным требованиям. Прокурор Хатлонской области Назар Зуда Аваз освобожден от должности и исключен из органов прокуратуры за несоблюдение отраслевых нормативно-правовых актов и совершение поступка, порочащего честь и достоинство работника правоохранительных органов. Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в ходе беседы с вновь назначенными руководителями государственных органов подчеркнул, что их главной обязанностью является обеспечение верховенства закона, мира и стабильности, защита интересов государства, прав и свобод человека и гражданина, а также подготовка квалифицированных специалистов, владеющих языками. Также было подчеркнуто, что необходимо выполнить свои служебные обязанности на основе нормативно-правовых документов страны. 3 ноября президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, отбыл в государство Катар для участия на втором Всемирном саммите по социальному развитию. Затем с государства Катар глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, по приглашению президента Соединенных Штатов Америки, уважаемого Дональда Трампа, для участия на встрече глав государств формата Центральная Азия, Соединенные Штаты Америки, совершит визит в город Вашингтон. В международном аэропорту Душанбе президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, провожали председатель Маджлиси Милли, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, Маджлиси Намояндагон, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, руководитель исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан и другие официальные лица. В Технологическом университете Таджикистана прошло торжественное мероприятие, посвященное 35-летнему юбилею вуза. В рамках празднования состоялся международный форум «Вклад Технологического университета Таджикистана в ускоренную индустриализацию страны», который объединил представителей государственных и общественных структур, отечественных и зарубежных ученых и специалистов. В честь 35-летия Технологического университета Таджикистана состоялся международный форум под названием «Вклад Технологического университета Таджикистана в реализацию ускоренной индустриализации страны». Перед началом форума участники и гости ознакомились с выставкой достижений университета в области изобретательства, где были представлены инновационные проекты, научные разработки и продукция студентов и преподавателей. Экспозиция продемонстрировала высокий интеллектуальный и практический потенциал вуза. В работе форума приняли участие заместитель премьер-министра Республики Таджикистан Дилрабо Мансури, первый заместитель председателя Народно-демократической партии Таджикистана Нематзода Маликшо Махмадшох, министр образования и науки Сайдзода Рахим Хамро, министр финансов Кахорзода Файзиддин Сатур, руководство и преподаватели университета, а также гости из страны и зарубежья. Было отмечено, что за 35 лет своей деятельности университет стал одним из ведущих центров инноваций и подготовки кадров для национальной промышленности. Особое внимание уделено вкладу в реализацию политики ускоренной индустриализации, развитию научных центров, лабораторий и внедрению современных технологий. Я для первый раз в Душанбе, и мне было очень приятно, что мы встретились с коллегами технологического университета. Мы сделали совместное сотрудничество в области программы «Эразм»,
И мы договорились, чтобы сделаем Евразийская конференция, которая посвящена 35 лет технологический университет и 50 лет Болгарский университет, Юго-Западный университет. В этой конференции будут коллеги из Ташкента, химико-технологического университета, технологичный университет Душанбе и Благоевградский университет Болгария. Университет активно сотрудничает с международными организациями, реализует совместные образовательные и инновационные программы, что способствует укреплению кадрового потенциала и повышению конкурентоспособности выпускников. 31 год назад на всенародном референдуме была принята Конституция Республики Таджикистан, основной закон страны, отражающий волю и стремления ее граждан. Принятие Конституции стало важнейшим шагом в укреплении государственной независимости и представило Таджикистан миру как демократическое, правовое, светское и суверенное государство. В честь этой знаменательной даты Управление здравоохранения Министерства здравоохранения Республики Таджикистан по городу Душанбе организовало торжественное мероприятие. На торжественном мероприятии, проведенном в Центре государственного санитарно-эпидемиологического надзора города Душанбе по инициативе Управления здравоохранения столицы в честь 31-й годовщины принятия Конституции Республики Таджикистан, приняли участие и выступили ученые и юристы, руководство и сотрудники столичного управления здравоохранения, врачи медицинских учреждений и ветераны труда. Начальник управления здравоохранения города Душанбе открыл мероприятие, поздравил присутствующих с этим знаменательным праздником и отметил, что Конституция Республики Таджикистан является основным правовым документом нации и государства, играющим важную роль в построении новой таджикской государственности, обеспечении и реализации прав и свобод человека и гражданина, а также в укреплении основ государственной независимости. Он подчеркнул, что современная судьба таджикского народа, становление национальной государственности, развитие и прогресс страны, рост международного авторитета Таджикистана берут начало в независимости и национальном единстве, а принятие Конституции стало одним из величайших достижений таджикского народа в период суверенитета. В своих выступлениях ученые, специалисты и ветераны Конституционного суда страны также отметили, что, приняв Конституцию, народ Таджикистана проголосовал за свое государство и выбрал путь, в основе которого лежат верховенство закона и прочные устои государственности. В завершение мероприятия гостям были вручены благодарственные письма от Управления здравоохранения города Душанбе и памятные подарки. В столице Таджикистана состоялось значимое мероприятие, направленное на патриотическое воспитание молодежи. Начальник Главного управления Министерства внутренних дел по городу Душанбе провел встречу с учащимися общеобразовательных учреждений в новом здании отдельного отряда милиции особого назначения «Шохин». Подробности в нашем сюжете. Визит прошел в рамках ознакомления школьников с деятельностью отдельного отряда милиции особого назначения «Шохин» Главного управления Министерства внутренних дел по городу Душанбе. Учащиеся получили уникальную возможность увидеть современное здание, соответствующее служебным стандартам, а также познакомиться с техникой и оборудованием, используемым в работе отряда. Во время экскурсии 166 школьника смогли не только узнать о работе спецподразделения «Шохин», но и воочию увидеть специализированную технику. Среди представленных экспонатов были бронированные машины, применяемые в чрезвычайных ситуациях, боевое оружие, тактическое снаряжение, а также автомобили, предназначенные для подавления массовых беспорядков. Согласно информации, здание отдельного отряда милиции специального назначения «Шохин» Главного управления Министерства внутренних дел по городу Душанбе было введено в эксплуатацию 19 августа текущего года при участии президента Республики Таджикистан, лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона вместе с председателем Маджлиси Милли, Маджлиси Ули Республики Таджикистан, председателем города Душанбе уважаемым Рустами Эмомали. На сегодняшнее мероприятие были приглашены ученики старших классов, которые являются трудновоспитуемыми. Это мероприятие очень пошло на пользу ученикам, потому что они поняли, что сила и мужество не только могут помогать сохранить жизнь, а также защищать Родину и служить во благо стране.
И, как отмечают специалисты, организация подобных экскурсий способствует воспитанию патриотического духа молодежи. И многие после окончания школы поступают в военные вузы и академии страны, чтобы стать решительными и вносящими вклад в спокойствие и стабильность общества. Школьники остались под большим впечатлением от увиденного. По итогам мероприятия был подготовлен также совместный отчет, подчеркивающий важность таких встреч для воспитания подрастающего поколения. Этот визит стал еще одним шагом в укреплении взаимодействия между правоохранительными органами и молодежью, а также способствовал повышению доверия к работе спецподразделений. Уважаемые телезрители, это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нашим каналом. Всего доброго.